Всем здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Давно не выходила с вами на связь, и вот сегодня хочу вам показать один сюжет по обзору антикварной швейной машинки. У меня вот стоит вот такая вот коробочка, вся замотанная скотчем. Мы сейчас ее откроем и посмотрим, что за у нас швейная машинка тут. Та-да! Вот такая вот машинка у нас. Называется Гридзнер. Вот такой вот кофр у него. И такая вот ручечка. По-моему, это ручка из бронзы. Шикарная. Но кофр, конечно же, пострадал. Тут уже рассохлось все. И мне сказали, что эта машинка требует тщательной обработки. То есть он в нерабочем состоянии и в очень плачевном состоянии. Вот я изначально об этом знаю. Заржавевшие. И мы попробуем с вами что-то сделать, восстановить или как-то расшевелить эту машинку. Вот. Что представляет собой эта машинка? Это фирма Гридзнер. Как вы все знаете, есть еще швейные машинки Зингеры. Это, можно сказать, его собрат, да? Вот. Возраст примерно ему где-то примерный возраст его где-то 100 с лишним лет. Ну, точно я вам сказать не могу. Но они выпускались в 1890-х годах, такие машинки. Вот вы видите на кофре вот такие резьба красивая. Вот, по углам. Рисунок такой. Все такое шикарное было когда-то. И я маленько сделаю отступ. Вам расскажу маленько из истории этой швейной машинки. При упоминании о старинных швейных машинках большинство из нас сразу же вспоминают компанию Зингер. Я вас ознакомлю очень кратко, как все начиналось. История этого полезного механизма весьма занимательна. По одной из версий, родиной машинки являются безвестные голландские мастера XIV-XV века. Голландские корабли смело бороздили окрестные и дальние моря. Чтобы бесперебойно снабжать их парусами, мастерские пошиву парусину начали оборудовать специальными колесными машинами, которые обтачивали длинные полотна. О конструкции этих сооружений известно только то, что они были очень громоздкими. К сожалению, ни точного описания, ни имени изобретателя история не сохранила. По другой версии, самый первый проект швейной машинки был придуман еще в 15 веке гениальным Леонардо да Винчи. Однако по многим причинам при жизни великого мастера он так и не был воплощен. Еще одна разработка появилась в 1790 году Томасом Сентом. Использовал свое изобретение для пошива обуви. Механизм был снабжен ручным приводом, а заготовки для будущих сапог и башмаков перемещались относительно иглы вручную. Спустя век энтузиасты попробовали воспроизвести агрегат, но так и не удалось привести в работу. В 1814 году австрийский портной Йозеф Модельстюргер попытался сделать швейную машинку на основе конструкции ткацкого станка. Этот опыт тоже был неудачным, зато история обрела иглу с ушком, как у современных конструкций. В 1830 году французом Бартемье Летимонье
была создана более усовершенствованная швейная машина. В ее основу был положен принцип однониточного цепного переплетения. Устройство позволяло делать по 200 стежков в минуту, несмотря на то, что шов был всего один. Игла двигалась горизонтально, а само полотно ткани, наоборот, расположено вертикально. И прочие неудобства. Теманье даже открыл первую в мире швейную фабрику, где задействовал свое изобретение. Увы, уже через год фабрику сожгли портные ремесленники под предлогом, что это якобы сатанинское изобретение, а на самом деле просто из-за боязни конкуренции. Бедняга Теманье остаток жизни был вынужден прозябать в нищете. После этого инициативу европейских изобретателей перехватили американцы. В 30-40-х годах были несколько неудачных попыток усовершенствовать швейную машинку. Больше повезло другому изобретателю. В 1845 году существенный прорыв механизации швейного производства осуществил американец Элиас Хоу. Именно ему принадлежит часть изобретения челночного стежка. Получив патент, Хоу представил миру свою швейную машинку, делавшую около 300 стежков в минуту. Промышленная революция, начавшаяся в XIX веке, постепенно приводила к вытеснению ручного труда. Машины и механизмы, применяемые на заводах и фабриках, заменяли ремесленные мастерские. Задача рабочих состояла в обслуживании этих агрегатов, но все машины имеют свой срок эксплуатации и рано или поздно выходят из строя. Поэтому наряду с большими предприятиями стали появляться и мастерские по ремонту этих самых машин и механизмов, в том числе и швейных машин. В одной из таких организаций и трудился инженером некто Исаак Зингер. В истории также упоминается, что он с 12 лет ушел из дому и был подмастерьем в таких ремонтных мастерских по ремонту машин Хоу. Аппараты, созданные Хоу, ломались так часто, что ремонтировать их приходилось беспрестанно. Однажды, заваленный работой, Зингер в сердцах сказал хозяину мастерской, что эти чертовы машинки будто специально сделаны так плохо, и что он, Зингер, мог бы сконструировать нечто гораздо более долговечное и прочное. Слово за слово дело дошло до пари. Одолжив у приятеля $40, большую сумму по тем временам, Зингер, что называется, пошел ва-банк. Запершись в своем сарайчике, Исаак полностью погрузился в работу. Прошло 11 дней. Наконец его работа была завершена. Пари он выиграл. Представленная миру швейная машинка Зингера значительно превосходила все предыдущие образцы. Более того, изобретатель полностью пересмотрел всю концепцию работы швейного оборудования. Так, прежде всего, игла в его машинке перемещалась не так, как в станке Хоу, а вертикально, в то время как полотно ткани, наоборот, располагалось горизонтально и прижималось к станку специально оборудованной лапкой. Весь механизм приводился в действие ножной педалью через шестеренчатый либо шкивно-ременный механизм. Таким образом, руки швеи освобождались от необходимости крутить колесо машинки. Первый экземпляр был создан, но идеи по его усовершенствованию не закончились. Продолжая вносить все новые изменения, Зингер не забывал и о том, чтобы своевременно получать патент на каждое новое изменение. Так он впервые продумал систему сменных механизмов. Дело в том, что ранее в случае поломки швейные машинки либо сдавались на металлолом, либо нужно было нести в специальные ремонтные мастерские. Теперь же каждый владелец машинки мог приобрести необходимые запчасти и произвести ремонт самостоятельно. Но трудности продолжались. Основанная в 1854 году Зингером и его другом и совладельцем Эдвардом Кларком, компания Зингер и Ко только наладила выпуск первой серии швейных машинок, как им пришел судебный иск на $15 тысяч. Оказалось, патент на использование иглы для швейных машинок с отверстием на конце принадлежал тому самому Элиасу Хоу, чьи машинки Зингер когда-то ремонтировал. Да еще и конструкция одной из моделей новых машин подозрительно была похожа на одну из разработок Хоу, пусть не самую удачную, но тем не менее запатентованную. Зингер пошел на мировую и огромными усилиями выплатил штраф. Тем не менее, это был хороший опыт ведения бизнеса, и изобретатель сделал правильные выводы.
Близко познакомившись с Хоу, он сумел его увлечь своими идеями, и не только его, вскоре к ним присоединились еще двое владельцев фабрик, производящих подобные механизмы. Найдя инвесторов и параллельно скупая патенты на технические новшества в своей отрасли, компания Зингера вскоре переросла в трест, попутно разорив несколько более мелких конкурентов. Следующий его ход совершил настоящую революцию в мире бизнеса. Начиная с 1855 года швейную машинку «Зингер» можно было купить в рассрочку. Вскоре компания вышла на мировой уровень. Сам Зингер переехал в Британию, где и прожил до конца жизни. Его процветающее предприятие продолжало приносить доход его потомкам даже после того, как к руководству компании пришли другие люди. В 1908 году в Нью-Йорке был построен 205-метровый небоскреб «Зингер Билдинг», куда переехала штаб-квартира корпорации. Одним из гигантов по производству швейных машин в Германии была компания Гридзнер. Фабрика была основана Максимилианом Гридзнером в 1872 году в городе Карлсрух-Дурлах. Основой для первой модели была модель Зингер-12. В 1881 году произошел сильный пожар на фабрике, производство встало, но буквально через несколько месяцев цеха заработали. В 1886 году к компании Гридзнер присоединились сыновья основателя Рудольф и Джулиус. Производство расширяется, появляются новые модели, а в 1897 году начинается выпуск велосипедов, а затем в 1903 году велосипедов с мотором. В 1902 году было выпущено 1 миллион швейных машинок, а спустя 8 лет уже 2 миллиона экземпляров. Компания Гридзнер успешно пережила Вторую мировую войну и продолжала выпускать новые швейные машинки до 1957 года, когда была продана компании «Прав». Ну вот, друзья, вот такая вот машинка попала ко мне теперь. Давайте же ее откроем и посмотрим, насколько она в плачевном состоянии и можно ли ее вообще восстановить. Кофр сняли. Здесь у нас что? Ну, сразу видим, тут ржа везде. Так. Тут тоже, ну, очень туго все. Тут у нас для намотки нитей механизм для намотки нитей. Общий вид, конечно же, шикарный. Вот тут у нас такие рисунки. Есть также шильдик такой. Эмблема. Сейчас попробую приблизить. Вот так вот посмотрим. Гридзнер Дурлах. И там посередине вот такой вот паук. Красивая такая эмблемка. Латунная схема. У нас тут, видите, рисунок нитки, иголка, нитка и, по-моему, это намотка, да? Вот, иголка номер 9, нитка 150 и 200. Игла номер 10, нитка 100 и 150. Вот такая вот вся схема есть. И можно этой схемой пользоваться. Так, если тут открываем, то внутри есть вот такой вот массивный маховик. Конечно же, тут все надо смазать. По корпусу у нас так, рисунки такие, еще с перламутром. Тут у нас какие-то цифры. Тоже не шевелится ничего, все заржавело.
Вот такая вот штучка есть. Как она называется, не знаю, но это, скорее всего, используется как игольница или, получается, тут закрывается. Вот. То есть вот, открыть невозможно. Так, угу. По корпусу тут такие вот линейка такая интересная. Видите? Линейка. Вот здесь светлая, темная. Ну, это как бы как сантиметровка, наверное, используется. Корпус массив. Игла стоит. Тут сбоку можно открыть. Механизм для нитей. Такие вот механизмы тоже. Иглы. Ну, для движения иглы, да? Вот. Здесь все надо, естественно, промазать. Все почистить. Вот. Везде, конечно же, за столько-то лет образовалась ржавчина в нерабочем состоянии. Поэтому что имеем, то имеем. Все, естественно, надо промазать. Прочистить, промазать. Тут, соответственно, ручка. Вот, маховик. Там дальше движения нет. Ну, посмотрим, разберемся. Ладно. Теперь давайте маленько приблизим это и откроем. Так. О, а тут печаль печальная. Полностью ржавчина, видите? Эти рычажки, валы вот эти. Все это надо обработать. Тут у нас вроде как масленка лежит, да? Она давно пустая. Что я для начала планирую сделать? Здесь еще должен быть челнок. Челнока у него не было, поэтому я уже нашла к нему челнок. Но не знаю, подойдет, не подойдет. Пока померить нет возможности, так как вы видите, что весь механизм заржавевший. То есть челнок я сейчас вставить не смогу. Вот такой вот челнок я нашла. Пока не знаю, подойдет он, не подойдет. Возможно, это не от него. Это, скорее всего, зингеровский челнок. И тут еще шпулька. Даже вот нитки есть маленько. Он должен стоять где-то вот так вот. Ну, примерно, приблизительно показываю. Не знаю, подойдет, не подойдет. Посмотрим, померяем. Пока же у нас не вала. Вот это она должна двигаться, бегать по этой салазке, да? Вот это, этот вал должен крутиться, и он должен двигаться, соответственно. А здесь сейчас, к сожалению, все намертво временем зажато, заржавело. И поэтому я не могу, не имею возможности сейчас даже вставить вот этот вот челнок. Ну, раз уж я тут открыла, давайте не буду откладывать на долгий ящик. Я его сейчас полностью обработаю жидкостью ВД-40. Здесь написано: устраняет скрип, вытесняет влагу, очищает, защищает от коррозии, освобождает заржавевшие и заклинившие механизмы. Вот как раз то, что нам нужно, да, вот самый последний пунктик. Освобождает заржавевшие и заклинившие механизмы. Сейчас у нас машинка вся заклинившая стоит. И просто-напросто мы его сейчас полностью побрызгаем. Полностью. Для чего я постелила полностью стол полиэтиленом, чтобы как раз таки произвести такую работу. Каждую деталь вот эта жидкость должна зайти
и пропитаться маленечко. Таким вот образом маленько. Пускай он пропитывается. Оставим в покое все это. Пусть вот так вот постоит несколько минут. И потом продолжим дальше. Уже сверху механизмы тоже полностью все обработаем. Все зачистим. И в конечном итоге потом смажем машинным маслом. И потом посмотрим, сможем ли мы расшевелить вот эти все детали, вот эти все механизмы. Ну вот сразу видно то, что происходит реакция. Ржа начинает растворяться под воздействием вот этой жидкости. Попробую вот так вот тряпочкой потереть. Ну, да, что-то есть, что-то есть. Вроде как начинает отходить. Начинает работать, начинает двигаться. Вот, видите, все, заработала машинка. Аж легко и просто он двигается. Видите, все как хорошо. И смотрите, вот здесь вот, смотрите, когда начинаю я крутить, он уже крутится, и тут вон лапки уже задвигались. Двигается. Видите, родимые. Это рождение. Второе рождение столетней машинки. Ура, ура.
Но еще рано радоваться, потому что все это надо теперь от ржавчины почистить полностью и полностью все смазать заново. Вот. Основной механизм вроде бы как заработал, но этот все еще в плачевном состоянии, видите? Вот это все тоже должно полностью двигаться. Но, к сожалению, тут пока ничего не двигается. Номер 478 345. Номер непонятно. Ну, вот так вот. Вот здесь вот челнок должен быть. А вот этот челнок, он не подходит. Большеватый. Это от Зингера, оказывается. Он должен сюда влезти. А видишь, он не влезает. Мне надо от него найти теперь. Полупуля должна быть здесь. Половинчатая. А это, видишь, чуть-чуть другая. Она же сейчас ступорилась, теперь пошла. Я все там смазала из-за этого. Теперь пошла. Видишь? Заработала маленько. Вот. Так, теперь. Так. Сейчас притереть все в масле. Масло везде прокапало. Прокапало вот здесь вот. Где дырочки. Здесь. 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 Вот здесь. Здесь. Где еще прокапало-то? Ну, это вроде бы действует, функционирует. Это тоже функционирует. Так, здесь закапало. Так, где еще тут может быть? А, здесь должна закапать. Все, так надо. Вот, теперь попробуем крутить. Вот, все двигается вроде. Но пока еще туго, конечно. Надо, чтобы масло еще получше. Видишь? Все задвигалось. Надо, чтобы масло везде там разыгралось. Так, здесь еще надо капнуть. Что тут? Во. Ну, самое главное, механизм заработал полностью.
Осталось найти челнок и шить. Все. Заработала машинка. Вот, друзья, сейчас я вам продемонстрировала. Уже теперь все двигается. Везде смазали. Везде прочистили от ржавчины. И вот машинка снова вернулась к жизни. Осталось только вот этот челнок. Вот этот челнок, к сожалению, он не подошел. Челнок входит сюда. Сейчас я вам покажу. Вот когда вот двигаешь, здесь выходит ячейка для челнока. Но, к сожалению, видите, вот это не входит. Это чуть-чуть она толстая, во-первых. Во-вторых, она чуть большеватая. Это челнок от Зингера. А у нас Гридзнер. Поэтому он чуть-чуть маленький. Вот здесь вот внутри есть катушечка для ниток. Ну, нитки наматываются здесь. Вставляется. Даже здесь можно видеть, что, видите, вот эта штучка, она должна войти сюда. А диаметр этого большеватый. Поэтому она сюда не входит. Ну, приблизительно вот так вот делается. Так. И здесь есть защелка. Сейчас я вам покажу. Вот защелка есть. Ее мы отодвигаем. И тогда мы выключаем вот этот механизм. Получается вот. Нажимаем и вот так вот начинается. Должна крутиться вот. Видите, нитка. Этот вал тоже надо смазать. Крутится туго. Если есть у кого-то такой челнок, мы можем поменяться. Там челнок должен быть половинчатый. Эта сторона открытая. Вот это вставляется сверху. Ну как, осталось найти вот такой вот челнок. И все. И он будет работать. Наш Гридзнер со 100-летним возрастом. После того, как все смазали, все здесь протираем, чтобы лишнего масла не было здесь. Ну, это первая часть. Машинка заработала. И потом здесь еще попробуем дерево маленечко как-то. Кофр там маленько рассохся. Его надо приклеить и привести в порядок маленько. На этом я завершаю свой сегодняшний обзор. Буду очень благодарна, если вы поделитесь ссылкой этого видео со своими знакомыми. Это мотивирует меня на другие для вас интересные сюжеты для съемок. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всего доброго.